80-летия начала кровопролитной войны на площади Победы в Кызыле возложили цветы к вечному огню. В церемонии приняли участие в Рио главы Тувы Владислав Хувалы, сотрудники министерств и ведомств республики, а также волонтеры и жители столицы. Тувинская Народная Республика стала первым иностранным союзником Советского Союза. Тысячи воинов из Тувинской Народной Республики отправились на фронт. Еще больше тружеников тыла отдали свои силы и здоровье во имя победы. Мы являемся их наследниками, и наша обязанность защитить страну, защитить историческую память. Я уверен, что наша молодежь продолжит дело дедов и прадедов. Здесь, где стоят бюсты героев и стелы с именами участников той войны, вспомним сегодня тех, кому безмерно благодарны за все, что они сделали для страны, для каждого из нас. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей, которой было безвозвратно потеряно около 27 миллионов человек. Ценой этой победы явились человеческие потери, людские страдания и боль, выпавшие на долю людей. Нет ни одной семьи в постсоветском пространстве, которых не коснулось горя. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг, защищая Отечество. Никто не забыт, ничто не забыто. День памяти и скорби в России официально утвержден 8 июня 1996 года, а 22 июня 1941 года по решению Великого Хурала Тувинская Народная Республика стала первым иностранным союзником Советского Союза, объявив войну нацистской Германии. Это день памяти и скорби о 27 миллионах погибших и подвигах тех, кто выполнял свой долг, защищая Родину. Сражались с фашистами и воины из Тувы. Я участвовал в этом мероприятии, потому что я считаю, это мой гражданский долг помнить и проносить сквозь года эту ужасную дату, когда на нашу страну, на СССР напал враг Германия. Мы являемся наследниками. Наша обязанность – хранить память о наших доблестных защитниках. Наша обязанность – защищать и сохранять историческую память о них. Никто не забыт, ничто не забыто. Так должно быть. Мы отдаем дань уважения и признательности всем, кто прошел через все тяготы и лишения страшной войны. Кто погибал и не сдавался ради победы и мирного неба для своих детей. Айсу Монгуш, Буян Оюн, Ангар Ожак, телеканал Тува 24.